Bolgoyum, botçumurum, bodolohum. Bugünlü bütey manan künge, bugünü bütün olok puttus kulum. Ulu olon kobu tutumna horuyun tos kollu, örüm tuna huygulak ığığın tölkölü. Ay bu tayılar bütün ay hallı, İtiyah tirçiler bütün eğer deli, toğuz turuya uolan ulutumuz tuttan. Ağı sarılı kındı kıharılcık kınan, ayınan hınalgız çıttara, anan attan aygızdan, alahalan iheller. Sühüyaktak beybit sügürüye kört süyörün, kolcuktak beybit konkuyar boluğun. Kupputun sürbütün kuahan, küste, oqta ılınığın. Algız kılının erinden, arçılanar boluğun. Nere болун Илин Сурунал каналын көрәчүләр. Бүгін биһиги бу аммага олонка хыгын түһүлгәте яркәлән турабыт. Биһиги галдиппыт Виктор Альфредович Кулле, кини поэт, тылбашыт, тинчиячи, онна билген литературный институт преподавателя, доцена. Виктор Альфредович, вот я хочу к вам обратиться именно как к человеку, исследователю, который занимается эпосами мира. Вот что есть важного в эпосах, которые сохранились у народов мира? Вот, ну, я понимаю, что тема очень глубокая, широкая. Можно, ну, в нескольких словах, можно как-то это обозначить? Ну, прежде всего, эпосы – это в концентрированной форме национальная картина мира. Народы мира, вот сейчас, вот почему то, что сейчас происходит, там проблема глобализации, что она подразумевает, что все должны быть пострижены под одну гребенку. А это убивает вот цветущую сложность культур. Уникален каждый язык, уникален культурный опыт. И эпосы, в первую, ну не только эпосы, и вообще фольклор, но эпосы, высшее, что ли, проявление фольклора, они запечатлевают этот духовный опыт бесчисленной цепи поколений. Но вы и знакомы нашим якутским эпосом Лонхо. Я знаю, вы знаете несколько текстов, изучали, читали, да? Вот да, ваше, конечно. Да, вот какое впечатление? Первое тоже в нескольких словах. Ну, прежде всего, якутский эпос – это один из древнейших, насколько я понимаю, сохранившихся в неизменности. Эпос – это живое существо. Оно видоизменяется с опытом жизни народа, но в силу того, что Якутия как-то немножко в стороне от глобальных, что ли, исторических перетрубаций, да, эпос дошел до нас в менее, и все равно это вот как текст переписываешь, да, поневоле могут какие-то ошибки вкрасться. Вот, здесь их меньше, здесь есть следы матриархальных явлений в очень значительной степени. Есть следы картины устройства мира, космогонические вещи. То есть вот в каком-то смысле мы привыкли называть эпосом, скажем, там, Илиада. Да. Илиада, собственно, не есть классический эпос. Это поэма, сложенная на основе древнейшего архаического эпоса, зафиксирована. И, собственно, она даже не о всей Троянской войне повествует, а там заканчивается костром Ахилла. Да? Здесь в эпосах, вот в том виде, в котором они сохранились у нас в стране, у якутов, у бурятов, на Алтае, более чистый опыт эпосов как таковых. Это вот именно от того, как появились люди на земле, или как вообще мир возник. В разных, не только же, но люди зафиксированы на Нургун-Баутуре, но Кулун-Кулустар же есть, Кыздыберен и так далее. Много, огромное количество. И, насколько я знаю,
это ничтожная часть Да. из наследия Алан Хо, которая мне доступна, поскольку я не владею языком, и я, естественно, жду научных изданий. Да, с комментариями. Да, чтобы Ага. правильно понять. Мне это очень интересно, потому что это помогает увлечь. Я преподаю литературу народов России, и всегда, если у народа есть свой эпос, я всегда начинаю рассказ с этого студентам. Им это лакомо, как сказка детям лакомо. Да? Добрый день, Виктор Альфредович. Мы встречаемся уже онлайн. Вы в Москве, я в Якутске. А вот вы же еще, у вас целая серия лекций по эпосам. Вот вы также знакомы и нашим Олонко. Вот тоже несколько слов о якутском эпосе Олонко. Ну, в первую очередь, я думаю, что в силу каких-то определенных географических и исторических причин Алан Хо развивался, дошел до нас в более подлинном, что ли, варианте, нежели прочие эпосы, потому что это без всяких обид и без чего-то еще, просто констатация факта, Якутия была немножко на периферии исторических событий, да? То есть там через какое-нибудь Поволжье, предположим, или через Кавказ волны туда-сюда, переселение народов, войн, что-то еще. И в Якутии это тоже было, но в меньшем, потому что любые волны, которые проходят, они вносят соответствующий набор искажений. Когда ты читаешь в эпосе, там, предположим, у башкир уже там упоминание о том, что там светлый дух пришел и кремневым ружьем дарит героя Акбузата. Ты уже понимаешь, что это уже какой-то не совсем древний эпос, если в нем кремневые ружья. А ларосинская версия Алан Хо меня, например, потряс выпадение из общего канона, которого, кстати, нет. В смысле, я имею в виду в ларосинской версии Нургун-Баатура. Да? Меня потряс этот самый факт того, что вот классический эпический герой, он должен обрести коня, оружие, и потом уже вот он становится Баатуром и едет совершать подвиги. Как ГСР, там, как кто угодно. Да, там. А здесь вариант простой: брат и сестра. Сестру украл. Там, Аббасы, да, представитель какого-то темного мира. И он просто простой парень, который становится на лыжи. Пешком на лыжах это идет. Никаких тебе богатырских инициаций, просто упорство в достижении цели. Цель благая — спасти сестру. Да? И он идет это делать, то есть это, в общем, просто это какая-то более, что ли, древняя, сохранившаяся уникальная вещь. Потом ты понимаешь, что традиция, собственно, до сих пор жива, и я убедился вот на празднике, в котором мы были, что это вот уже во время второго посещения, вот недавнего Якутии, я убедился, что она действительно до сих пор живет. Да, она модернизирует. Так любая традиция – это дерево, да, которое, естественно, растет, видоизменяет, новые ветки какие-то. Вот есть красивое модное понятие этнопедагогика. Да. Да? Вот, насколько я понимаю, педагогика Алан Хо, которая активно развивается в Якутии, она в значительной степени занимается именно этим. Замечательно было бы, чтобы мультфильмов было побольше, пусть даже комиксы, неважно, да? То есть дети увлекаются игрой с самого начала. Вот сейчас будет марафон чтения Алан Хо. Это тоже замечательно, потому что живых эпических традиций сохранилось очень-очень мало у кого. Живая эпическая традиция не значит, что кто-то возьмет и сложит, напишет эпос. Потому что эпос существует по другим законам.
он передается какой-то сюжет от родителей к детям, но этот сюжет, это не значит, что новый сказитель взял и зазубрил его наизусть и дотошно повторяет. Это значит, что он знает героев, знает основные коллизии, и в зависимости от времени, которое у него будет, в зависимости от аудитории, он рассказывает, каждый раз создает новую версию, используя так называемые эпические клише. Ну, как герой подходит к коню, там, как прощается с любимой, или как видит любимую и так далее. Да? Это проверено на всех школах. Русские былинные сказители, кавказские ашуги, кыргызские, казахские жирау, да, манасчи, джангарчи и так далее. Это у всех этот механизм работает. Но для того, чтобы ребенок почувствовал вкус к эпосу, надо начинать с молоду играть с ним, потому что не надо, чтобы... То есть надо, наверное, но менее важно, чтобы какой-нибудь замечательный актер, замечательно поставленным голосом, красивый с выражением прочитал эпос. Этого ему мало, он может заскучать. Но у нас есть такие проекты для детей Да, именно. вот. Да. А когда ребенок читает эпос или еще по ролям его а так ведь, кстати, было, когда вот долгой зимней ночью в балагане, ну, несколько человек, был один основной Алан Хасут, и некоторые реплики брал кто-то еще. И вот это ролевые игры, а когда ребенок играет в кого-то, он влезает в шкуру этого. Ему это уже интересно. И вот это вот и есть жизнь традиции. Потом, может быть, дай бог. Да, традиция должна быть живой. Да, вот она должна быть живой. Ее вообще была действительно там, почему так неохотно сказители, причем не сговариваясь, в разных народах, в разных культурах противились записи эпосов. Потому что им казалось, что с этим записью это вот умрет вот эта возможность волшебно импровизировать, возможность вот говорить. Это вот, ну, как, я не знаю, как в гениальном фильме «Маленькие трагедии» швейцаровском выходит персонаж Юрского, импровизатор, и начинает на заданную тему. Примерно так отчасти это было, да? Насколько я понимаю. И вот эту традицию, это часть педагогики вместе со словами. Во-первых, огромное количество, я уверен, я специально этим не занимался, но встречался во многих эпосах разных народов, я думаю, что и в якутском то же самое, когда цитаты становятся пословицами, то есть частью коллективной мудрости народа. Да? То же самое произошло, кстати, в христианском мире. Да? Огромное количество пословиц, которые люди повторяют, даже не ведая, что это из Библии. Ну, не знают они, да? И вот как раз еще в 1917 году Платон Аюнский, совсем молодой человек, он написал, что Олонко – это наша устная история и наш катехизис. Потом он вот это развивал уже в своих научных статьях, да, что это именно Олонко, это отражается вот верование якутов, да, вера Тангара, там так далее. Сказанное русским, бесспорно. И оно относится не только к Аланху, оно относится, в принципе, к эпосу любого народа. Там другое дело, как мы своим взглядом современного человека, мы невольно, проникая в текст, дошедший из каких-то архаических глубин, мы невольно его модернизируем. Мы массы вещей не понимаем, потому что и язык, семантика может меняться немножечко, и какие-то реалии одни умирают, другие появляются, да? Я вполне допускаю, что, например, в той версии Акбузата там, башкирского, где кремневое ружье,
добрый дух снабжает героя. Может быть, все-таки раньше он ему объяснял, что парень, вот тебе лук и стрелы, да? Ну, он там, ну, или арбалет, предположим, типа луком ты доспехи там или шкуру там демона фиг пробьешь, а вот арбалетом пробьешь. Что-нибудь такое будет, да? Просто мы этот смысл уже немножечко не считываем. Мгм. Виктор, а вот вы, да, знаете литературы народов России, эпосы. Вот как вы считаете, есть ли интерес в России в целом, насколько он велик, интерес к национальным литературам народов России? А, Я думаю, что он есть, но Вот он со как стороны издателей, со стороны читателей, исследователей. в зависимости от региона. Большинство, там, скажем, столичных жителей живет особо, ну, не интересуясь не только там якутским или там кавказским или еще каким-то поволжским фольклором, а и своим собственным. Для них былина это тоже что-то вот для деток, это там мультики про 3 богатырей, да? Вот примерно такой у них интерес. Но, в принципе, я думаю, что все-таки история национальных литератур, с одной стороны, это великое благо, то, что они до сих пор живы сами по себе, да? Что они живы, что есть писатели, которые пишут на своем родном языке, и у них есть читатели. Я вот посмотрел эту серию якутскую, вот такая коричневенькая, да, вот, где от классиков, да, там от Аюнского, Кулаковского до вот как там поэзия нового тысячелетия, да, там тираж 2000 экземпляров. И я не думаю, что он уж так вот лежит по всем складам, не востребован. Это значит, как Не, минимум. ну в самой Якутии, да, они востребованы, конечно. А я вот имею вот масштаб России, да. Конечно, очень большое дело сделали вот, да, АГИ, вот эта серия антологии, да. Очень большую работу сейчас проводит литературный институт с Домом национальных литератур, да. Ну вот, да, но все-таки дойти до читателя, да, «Дружба народов», конечно, журнал. Эти Ну, вот здесь важно переломить. Все-таки неизбежна некая инерция имперского мышления, которая была склонна при всем, там, скажем, большем уважении по сравнению, да, там, ну, скажем так, индейцам в Америке не повезло гораздо больше, чем народам Сибири, да? Вот. Но все равно это некая инерция мышления имперского, она все равно это опирается на какой-то набор догм. Мгм. Классический вот пример там, это касается и истории, и фольклора, и чего бы то ни было. Например, у нас строилось все на это, и там первобытно-общинное общество, средневековое и так далее, там буржуазная история. И не вписывается в эту структуру, например, кочевые империи, которые определяли на территории Евразии, вот от Тихого океана до, словно, до Черного моря, и частью которой, собственно, частью этого мира и Якутия является, Да. да, которые определяли неимоверно много. А они считались либо рабовладельческим каким-то там чуть ли не первобытно-общинным вождизмом, то вдруг сразу развитым феодализмом в случае империи Чингиса. Да, вот как этот скачок произошел там, от первобытно-общинно-племенного какого-то трибализма до непонятно, нет даже методологии. То есть вот нет желания. Это базируется на безусловной опоре. Мы, европейцы, у нас правильно универсальная шкала ценностей, понимание развития законов человеческого социума, каких-то там этических прочих, но и, и вот наша задача нести это бремя белого Мгм. человека, просвещать что-то так вот. Ребята, вы кого собрались просвещать? Китайцев?
Индус. Хорошо. Да, то есть вот эту инерцию переломить и отношение, я мысль закончу, да, и отношение к тому, что, ну да, они, письменность у них появилась не так давно, что они дремучим их пришли облагодетельствовать. А о том, что традиция передания, устной передачи знаний, это древнейшая традиция человечества. Потому что знание сакрально, в принципе. И когда оно попадает в руки профанам, сакральное знание может обернуться тем, что мы сейчас именуем попсой. Так? Да. И это очень уязвимая вещь. Она была у многих народов и развивалась. Она, кстати, была и в европейской культуре. Были те же самые гностики и масса всяких разных других вещей. То есть вот относиться к этому не как к подпытке, условно все равно глобалистское европейское мышление глобалистично. Вот мы вот всех подгоним, неважно, либо подгоним как порабощенных, либо напротив, вот благородно возвысим до своего. Да не надо никого возвышать до своего уровня. Надо, чтобы каждая из литератур, каждая из национальных культур развивалась по своим ей присущим органичным законам. И задача, поскольку мы живем вот в этом действительно реально, может быть, не цветущим, как там говорили, там, цветущий сад, может быть, не цветущим, где-то запущенным, какие-то деревья больные еще, какие-то сильные. Да, но вот в этом лесу или саду, неважно, да, не гадить, а беречь его от пожаров по возможности. Ну вот как-то к нему бережно относиться и с благодарностью относиться. Есть, ну то есть вот эта цветущая сложность, то, чем ценна страна, в которой мы живем, это вот то, что вот эта цветущая сложность с огромным количеством перекосов, с трагедиями, которые случались. Практически в каждой национальной литературе были трагедии, люди, которые являлись ее зачинателями, пылкими, праведными. В общем, ну, их судьба была, скажем так, очень трагичной. Ну, не у всех, по счастью, но очень. Да, конечно. Вот. Все равно вот сейчас более-менее, имея уже этот печальный опыт. Кстати, по меркам истории не такой уж протяженный, сколько там, десятилетий, ну, век, да, там. Да. Это немного по меркам истории. Мы имеем этот опыт, мы понимаем, что надо относиться бережно и чутко и научиться не просто вот радоваться, вот позвольте, вот я там, предположим, такое-то дерево, а рядом со мной растет дерево другой породы, а научиться. Дело в том, что вот оптика другой культуры, возвращаясь к этой мысли про зеркала, она помогает многое и тебе самому, да? Тебе помогает что-то понять в себе самому. Ты как минимум видишь какую-то другую шкалу традиций. Вот простой пример. Я помню, было совещание молодых писателей, покойный Сергей Александрович Филатов устраивал, там, ну, молодых всяких, было на Кавказе. Да? Тогда еще не было никаких фейсбуков, но соцсети были, живой журнал. И ну, обеденный перерыв, там всех ведут на кормежку, там кавказские поэты, молодые ребята, и они вежливо ждут, пока ну, их преподаватели, просто старшие, возьмут свою порцию вещи, а потом уже они возьмут. И Митя Кузьмин, который такой адепт постмодерна, там, новой актуальной поэзии, все прочее, возмущаться. Да как же так? Да мы молодые, мы что, надо первым бежать, пока они доплетутся? Вот, и он выложил это в соцсеть. То есть это не злопыхание, он это сам выложил в соцсеть, типа пример того, что так нельзя вести. Я так даже и ответил, Митя, так именно так и надо. Это не
трусость – это не что, это и есть традиция уважения Да. к тем, без кого ты был бы не ты, ты не стал бы собой, если бы не было книг, которые ты прочитал, людей, с которыми ты говорил, и чьи слова каким-то образом определили что-то в твоей жизни. Это и есть уважение к традиции. И этим вещам как раз очень у многих народов тоже можно поучиться. Я думаю, что их немало не только в якутской литературе, но и в прочих. Я думаю, что это вот ценная вещь, которую она настолько растворена в воздухе, что мы ее перестаем ценить. Примерно как мы не очень ценим сам воздух до тех пор, пока он есть, вокруг его изобилие. Виктор, вот мы вчера были в музее Кыннику Растырова, вот в селе Мисы, это Аласапыя. И вот вы сказали, что очень важно, что есть фотографии Алон Хасутов, есть фотография Кыннику Растырова, что визуализация очень важна для того, чтобы для памяти, да? Да. Исторической, национальной. Вот об этом тоже несколько слов. Ну, дело в том, что народ, который не знает своего прошлого, лишен будущего. Это простая вещь, да? Если мы от большинства, вот от тех же самых, вот те фото, которые я видел, они сильно увеличены, и видно, что фото-то были плохонькие, может быть, вообще единственные в их жизни на документ какой-нибудь, что-то еще. Они чудом до нас дошли. Все-таки представлять лицо настоящее, не выдуманное, огромное количество там классиков, какой-нибудь портрет там средневековых, там, Низами, там, Махтум-Кули, там, не важно, Фердоуси, просто вот рисует человек по памяти. Слава богу, у нас есть, можно представить лицо. И дети, вот они подрастают, они уже гордятся. Мы живем там, где жил этот человек. Это важно. Ну вот, Виктор, мы сегодня находимся в Амге, Ицехолонхо. И вот ваши впечатления, вот получилось ли погружение вот, в мир Олонхо? Мы смотрели замечательное представление, да, открытие. Вот ваше мнение. Я безмерно рад, что побывал, потому что одно дело видеть какие-то кусочки на Ютубе, не очень большие, да, другое дело увидеть действо целиком. Это очень важно. Это первое. Второе, мне радостно видеть, что это не показуха, вот, которую тоже ведь можно устроить. Вот всех согнали, у нас национальный праздник. Я вижу людей, у которых действительно праздник, которые сидят, которые радуются, которые переживают вместе с героями. То есть это вот как раз и есть тот самый признак жизни культуры. Масса всего еще происходит. Вот здесь кузнецы состязаются, кто-то еще. А между прочим, это важная, кстати, вещь. Вот один из, как известно, таких путей любого эпического героя, богатыря, это обретение меча, обретение коня, ну и потом, естественно, невеста. Святую, куда денешься. Ну вот, обретение меча и волшебный меч – это атрибут каждого, там, неважно, якутского, башкирского, кавказского героя и так далее. Но что это нам передает? Тюрки изначально, собственно, род Ашинаева, да, то, откуда все начиналось, это было именно кузнечное племя. Да? Они занимались в большей степени именно тем, что ковали железо. Еще для хуну, для сяньбийцев и так далее. И этим избегали участия в набегах, скажем так. Да? И то, что железный меч может крушить бронзовый меч, многими уже воспринималось как колдовство. Войны Александра Македонского, это еще до нашей эры было. Они в Индии столкнулись с царем Пором,
их бронзовые мечи крошились от ударов, потому что на Тибете было изобретено искусство переплетения вот этих прутьев стальных из стали. да. Потом Из это стали. стало называться дамасской сталью, уже экспортировалось. На Тибете не торговали, скажем так, этим делом, а торговалось уже из... Интересно тоже. Да, и это вот, да, вот признак. Там есть, конечно, какие-то отдельные, я допускаю, что были мечи из метеоритного железа, и боги послали, и т.д. и т.п., но может быть и так, я допускаю, я не знаю, не свидетельствовал, но вот это более вероятно. Человек обретал железный меч, и железный меч был, разрубал орудие, способен был сокрушить оружие в руках противника. Вот простой пример. И то, что здесь продолжается конкурс, нам глава района представлял, вот наш кузнец, молодой человек, и он гордился, глава района гордился тем, что у него в районе есть такой кузнец. Да. Это здорово, это дорогого, очень дорогого стоит. Виктор мақтал